Моя бабушка, Ачирова Кюкен Манджеевна, родилась 1 января 1930 года. Мы все называли ее Баба. В 13 лет она была депортирована в Сибирь с родителями и младшим братом в поселок Кандереб Болотнинского района в Новосибирской области. Я помню ее рассказы о нечеловеческих условиях в дороге. Ее жизнь – это яркий пример женской нелегкой судьбы в силу обстоятельств и правил общества. Но для меня она всегда была примером трудолюбия, целеустремленности и жизнелюбия, несмотря ни на что. Баба начала работать в 8 лет, и ее трудовой стаж насчитывает 66 лет. В школу она не ходила. Родители решили, что читать и писать ей не пригодится, нужна рабочая сила в Сибири. В школу пошел младший брат. В юности отчим решил отдать ее замуж. Этот сложный период она вспоминать не любила. В новой семье ее не любили, с питанием было трудно, и за многим недосказанным можно было догадаться, что жизнь с мужем была не сладкой. Баба потеряла первенца и, будучи беременной моей мамой, решила уйти из семьи мужа и вернуться в родительскую семью, что по тем временам было невероятным решением. Годы ссылки – это тяжелое время, но молодость берет свою. Баба научилась играть на домбре, ее зовут на праздники и посиделки, она музыкальная душа компании. Младший брат тем временем научился читать и писать, и впоследствии стал знаменитым чабаном и депутатом в советское время. Баба всегда была рядом, опекала его и заботилась впоследствии и о его детях после тяжелого трудового дня. Вернувшись из ссылки, когда моя мама была уже подростком, баба встретила моего деду. Мой неродной дедушка был для меня самым лучшим на земле. С ним всегда было интересно. Он был моим первым зрителем. Я изображала телеведущую перед ним, покупал мне самые невероятные подарки, как велосипед или пианино, заботился и любил нас, как самых родных. Моя баба с ним стала полноценным членом общества, так как статус мамы-одиночки был для нее тяжелой ношей. Деда умер в 60 лет, сердечный приступ, рано. Баба пережила его на 25 лет. Я провела все свое детство у бабы и деда в Гашунском, и мои самые теплые воспоминания связаны с ними и их домом. Моим детям сейчас во Франции я пытаюсь передать это тепло и любовь.